Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. В Вене проходит очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. Каковы шансы добиться окончательного соглашения? Чем грозят разногласия между радиостанцией «Эхо Москвы» и ее акционером «Газпром Медиа»? Андрей Макаревич выиграл дело о защите чести и достоинства против газеты «Известия». Как всегда, начинаем с Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Андрей Макаревич отсудил у писателя Александра Проханова 500 тысяч рублей. Это около 10 тысяч евро. Повод для иска – статья Проханова, в которой тут утверждал, что Макаревич выступал в Донецкой области перед украинскими военными, тем самым вдохновив их на убийство мирных жителей. Решение Савеловского суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано. История спора музыканта и писателя прямо сейчас у Шахиды Якуб. Решение суда Москвы стало неожиданностью для команды Макаревича. Тут важен, конечно, прецедент, а не выигранная сумма, поскольку, во-первых, эту сумму Макаревич собирается перечислить беженцам. А во-вторых, самое главное, что одну из крупнейших газет государства официально признали виновной в оскорблении чести, достоинства, деловой репутации человека. Рок-музыкант, пожалуй, самый яркий критик войны в Украине и политики режима Путина, уже давно стал своего рода изгоем и объектом ненависти пропутинских сил. В августе этого года он дал концерт в украинском городе Светогорске для беженцев. На это отреагировала газета «Известия», в которой публицист Александр Проханов в статье «Певцы и подлецы» утверждал, что музыкант выступил в Славянске и вдохновлял украинских военных на продолжение обстрелов Донецка, что и привело к новым жертвам среди мирного населения. Макаревич обвинил газету в клевете и подал в суд, который выиграл. Зачем брать сведения из газеты конкурентов, если можно напрямую позвонить либо Макаревичу, либо мне? Да, понятно, что Москва город маленький, просто места много занимает, так что общих знакомых у нас полно. Газета «Известия», однако, недовольна и намерена бороться дальше. По словам главного редактора «Известий» Александра Потапова, решение несправедливое, так как Проханов в своей колонке высказал мнение, а за мнение судить нельзя. Конечно, будем подавать апелляцию, потому что наши юристы Александра Проханова, они считают, что суд не учел много факторов. В первую очередь, что не учел, что это было мнение именно Проханова, которое было изложено фактически его гражданская позиция. Это программа «Настоящее время». Далее у нас эфир из Вашингтона. Атака хакеров вынудила Госдепартамент отключить на время свою почту. Наташа, ждем от вас подробностей. Что произошло? Да, Сергей, система несекретной электронной почты Госдепартамента подверглась нападению хакеров. Это произошло приблизительно в то же время, что и другая хакерская атака против компьютерной системы Белого дома, о которой сообщалось в октябре. Вот как отреагировал на инцидент представитель Госдепартамента Джефф Радке. Мы зафиксировали подозрительные действия несколько недель назад. В результате мы незамедлительно создали команду для разработки и воплощения ответных действий в координации с экспертами по компьютерной безопасности из Министерства внутренней безопасности, а также других ведомств. В настоящее время мы осторожно совершенствуем систему безопасности нашей главной несекретной сети, пользуясь заранее запланированным отключением. Я также хочу подчеркнуть, что секретные системы в результате этого инцидента не пострадали. Ответственность за предыдущие атаки возлагалась на китайских и российских хакеров. Однако эти утверждения не были подтверждены публично. Мы спросили бывшего главу ЦРУ Джеймса Вулси, как он оценивает уровень угрозы со стороны России. Я думаю, что основная угроза из России, если мы говорим о технологиях, кибернетическая. Не думаю, что мы беспокоимся по поводу конвенциональной атаки со стороны России. Конечно, ее соседям, Грузии, Крыму и другим, приходится иметь дело с агрессией Путина. Но в целом, я думаю, что на международной арене угроза, которую Россия представляет не только для нас, но и для других стран, является кибернетической. И это та сфера, в которой мы в США должны работать более активно, чтобы иметь дело не только с Россией, но с Китаем и другими странами.
24 ноября наступает крайняя дата, назначенная для достижения окончательного договора с Тегераном по поводу иранской ядерной программы. Сегодня в Вене проходит очередной раунд переговоров «шестерки» с представителями Ирана. Репортаж Алла Песина. Сцены, подобные этой, характерные для прошедших раундов переговоров, будут снова и снова разворачиваться перед объективами телекамер. После этого переговорщики за закрытыми дверями продолжат обсуждать, сколько центрифуг может сохранить Иран. Речь идет о центрифугах, которые могут быть использованы для обогащения урана до уровня, при котором его можно использовать для создания ядерного оружия. Я думаю, обе стороны весьма серьезно настроены на то, чтобы достичь договоренности. Джейн Киннеман, заместитель руководителя программы по Ближнему Востоку в лондонской организации Chatham House. Она говорит, что хотя в переговорах участвуют 7 стран, результаты переговоров будут зависеть в основном от Соединенных Штатов Америки. Я думаю, оба президента заинтересованы в том, чтобы было заключено соглашение. И у многих такое чувство, если эта возможность будет упущена, подобное больше не представится на протяжении их жизни. Тем не менее, в переговорах также участвуют Китай и Россия. Они выступили единым фронтом с американскими и европейскими участниками переговоров. Однако у России несколько иная точка зрения на иранскую проблему, и подход России вызывает обеспокоенность на Западе, особенно в свете новой, более агрессивной политики в Европе. Россия заинтересована в том, чтобы сохранить свой альянс с Ираном, но не особо заинтересована в том, чтобы Иран действительно стал ядерной державой или гораздо более самостоятельной силой. Киннеман отмечает, что соглашение о переработке отработанного ядерного топлива, которое Россия только что заключила с Ираном, может способствовать заключению соглашения между Ираном и 6 стран. Однако, как считает Ануш Эхтишами, директор международной программы Даримского университета, это соглашение с Россией также вызывает некоторую обеспокоенность. Означает ли это, что Россия в одностороннем порядке пытается заключить с Ираном договоренность вне переговоров с 6? Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Пока еще очень рано судить об этом. На предстоящем раунде переговоров важнее другое. Смогут ли стороны урегулировать оставшиеся разногласия, пойти на компромиссы, а затем убедить скептиков в правительствах своих стран согласиться на эти компромиссы? Профессор Эхтишами говорит, что, несмотря на временами резкие заявления со стороны Тегерана, президент Хасан Роухани способен сделать это. Участники переговоров уполномочены народом. Люди уполномочили президента Роухани довести это дело до конца, несмотря на все трудности. Полномочия, его позиция заключается в том, чтобы покончить с изоляцией Ирана и открыть страну для внешнего мира. Для Ирана единственный способ добиться этого — положить конец этому ядерному кризису. Если это не удастся сделать, последствия для иранской экономики, серьезно пострадавшей от санкций и низких цен на нефть, могут быть весьма плачевными. Не исключаются также военные удары по иранским ядерным объектам. Тем более необходимым представляется заключение этого соглашения. Но это не упрощает задачу. А вот что сказал накануне переговоров госсекретарь США Джон Керри. Эта неделя крайне важна в иранских переговорах. Мы надеемся, что они будут удачными, но не будем забегать вперед и давать какие-то прогнозы. Крайне важно, чтобы Иран работал с нами по всем возможным направлениям, чтобы доказать миру, что его ядерная программа мирная. Напомним, что Джон Керри в понедельник находился с визитом в Великобритании. Перед встречей с главой английского МИДа Филиппом Хаммондом Керри резко осудил теракт в Иерусалимской синагоге, в котором погибли 4 человека, 3 граждан США и гражданин Великобритании. Люди пришли помолиться Господу в святые стены синагоги. Они погибли или были покалечены в результате акта терроризма, хладнокровного убийства. Я призываю палестинское руководство на всех уровнях осудить этот террористический акт в самом жестком виде. Такой жестокости нет места нигде. Институт экономики и мира Сиднейского университета опубликовал индекс терроризма 2014. Согласно данным отчета, в прошлом году в мире произошло около 10 тысяч терактов, в которых погибли порядка 18 тысяч человек. На 61% больше, чем в 2012 году и в 5 раз больше, чем в 2000.
Ответственность за большинство атак несут 4 группировки: Исламское государство в Ираке и Сирии, Боко-Харам в Нигерии, Талибан в Афганистане и Аль-Каида в ряде стран. Прага, передаем слово вам. Сергей? Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обратился в суд с жалобой на Роскомнадзор. На медне орган предупредил радиостанцию в оправдании военных преступлений. В эфире был разговор о правом секторе, а он Верховным судом России признан экстремистской организацией. Сам Венедиктов считает запрет Комнадзора атакой на «Эхо Москвы». «Эхо» непростой истории звучит не первую неделю. Более того, есть эхо истории с увольнением и уходом в отпуск ведущего Александра Плющева за его пост о смерти сына главы президентской администрации. Сегодня на 8 вечера по Москве назначена встреча Венедиктова и Лесина, главы холдинга «Газпром Медиа», которому и принадлежит «Эхо». Разобраться в происходящем нам помог аналитик русской службы «Радио Свобода» Валентин Барышников. Валентин, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Скажите, почему это так важно? Почему все об этом говорят? То, что происходит вокруг «Эхо Москвы», о «Газпром Медиа». Во-первых, «Газпром Медиа» — одна из крупнейших средств массовой информации, которые предоставляют площадку для разных точек зрения. А во-вторых, «Эхо Москвы» — это символ для России свободы слова, свободы средств массовой информации. Это радиостанция, которая в 90-е годы сыграла огромную роль. И все, кто помнит события в Москве в начале 90-х годов, для всех это связано с «Эхом Москвы». То есть это на данный момент, скажем, более-менее единственная независимая, нейтральная СМИ, которая осталась в России. Если уберут главного редактора, как это может случиться Венедиктова, то что случится? Она станет такой же, радиостанция такая же, как и все остальные российские медиа? Ну, Венедиктов является таким же символом «Эхо Москвы», каким «Эхо Москвы» является символом для России. Мы, когда говорим об «Эхо Москвы», мы во многом понимаем это как «Эхо Москвы» Венедиктова. Поэтому если уберут Венедиктова, то никто не знает, что будет. Ну, предполагается, что это будет совершенно другая радиостанция. Михаил Лесин, собственно, в полемике вокруг всего этого. Михаил Лесин — это глава «Газпром Медиа», компания, которая владеет большей частью акций «Эхо Москвы». Михаил Лесин, в частности, говорил, например, о реформатировании радиостанции. Она может стать музыкальной. Так, а у него есть право вообще уволить Венедиктова? Вот, это очень интересный вопрос. Устроено это так. Выдвигать кандидатуру на пост главного редактора «Эхо Москвы» может только редакция. По уставу. Изменить устав тоже невозможно, потому что у «Газпром Медиа» недостаточно голосов, чтобы изменить устав. Соответственно, прямо сейчас не видно, каким образом «Газпром Медиа» может взять и снять Венедиктова. То есть они могут не утвердить кандидатуру Венедиктова, а тогда «Эхо Москвы» будет руководить один из замов Венедиктова, и редакция будет продолжать действовать в том же духе, потом снова выдвигать Венедиктова. Он снова может быть не утвержден, но опять редакция будет сохранять то же положение. И вновь время передавать слово в Вашингтон. Пока Европа и «Газпром» ведут свои дипломатические партии по вопросам цены газа из России и снабжения топливом Украины зимой, в Америке продолжаются энергетические дискуссии относительно поставок нефти. Коллеги, продолжайте. Спасибо, Сергей. Да, действительно, уже более 5 лет США не могут принять решение по поводу строительства трубопровода для транспортировки канадской нефти в штаты, расположенные вокруг Мексиканского залива. Там находятся основные нефтеперерабатывающие предприятия. Сегодня Сенат наконец проголосует по поводу проекта, получившего название Keystone XL. С нами на связи из Нью-Йорка наш корреспондент Владимир Ленский. Владимир, спикер Палаты представителей Джон Бейнер уже несколько лет называет этот трубопровод приоритетом, говорит, что его строительство будет означать снижение стоимости энергии для населения, больше рабочих мест для американцев. Так, в общем, зачем же дело стало? Загвоздка-то в том, что этот проект представляет довольно большую экологическую опасность. По крайней мере, первый его вариант представлял такую опасность. Экологи утверждают, что труба пройдет по огромному водозаборнику, огромному запасу воды, который находится в штате Небраска, такое большое подземное озеро, которое снабжает водой, чисто питьевой водой 20 миллионов человек и поддерживает агроиндустрию, которая оценивается в объеме 20 миллиардов долларов.
и, извините, я сказал, 2 миллиона человек и 20 миллиардов долларов агроиндустрии. После этой критики экологов немного был изменен маршрут этой трубы. Теперь она лишь частично задевает важный резервуар. Однако экологическая опасность остается. Ведь если этот проект будет завершен, то увеличится производство шельфовой нефти в Канаде, что приведет к увеличению вредных выбросов в атмосферу до такой степени, что эффект может стать уже необратимым. Именно из-за этого администрация Обамы и откладывала воплощение проекта в жизнь. Но теперь, как вы упомянули, республиканцы контролируют Конгресс, и они, возможно, проголосуют за реализацию этого проекта, который, надо сказать, очень выгоден экономически. Он увеличит поставки нефти, доведя их до более чем миллиона баррелей в день, что соответствует 10% всего экспорта нефти в США. То есть проект, конечно, безусловно, выгоден экономически и геополитически. Наташа? Спасибо. Это был наш корреспондент Владимир Ленский из Нью-Йорка. Ну, в принципе, Конгресс может проголосовать за, но президент может наложить вето на этот проект. Сергей, возвращаем эфир вам. Ваши проблемы – это наши проблемы, говорит Александр Лукашенко министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Минске, отмечая, что ситуация в Украине после выборов ухудшилась, а западные страны ведут тревожную активность на границах Беларуси, об этом сообщает Интерфакс. Лукашенко предлагает встретиться с Путиным, чтобы действовать с ним, цитата, в одном ключе. Я хотел бы, чтобы вы вместе с Владимиром Владимировичем, коллегами Министерства внутренних дел России и Беларуси обсудили эту тему, и мы пришли к какому-то единому мнению и, может быть, даже единой позиции. Почему может быть? У нас расхождений практически нет, чтобы мы вместе могли четко действовать в одном ключе. И тем временем число беженцев из Донбасса растет. С наступлением холодов гуманитарные вопросы становятся более актуальными. Проблемы беженцев наш корреспондент Мумин Шакиров изучал на протяжении нескольких недель. Он побывал и в России, и в Украине. Военные действия на юго-востоке Украины вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома. Часть беженцев оказалась в России. Вот, а вы откуда? Я с Алчевска, Луганская область, с детем. Скажите, а вы откуда? Из Горловки. Из Горловки, да? Да. Так, Горловка сейчас контролируется кем? ДНР. Другая часть, именуемая переселенцами, нашла убежище в самой Украине, в соседних от Донбасса регионах. Российский Белгород и украинский Харьков превратились в транзитные города, где получили временный приют десятки тысяч людей, бежавших от войны. Что это вы держите в руках? А это вот такие у нас осколочки. Залетали в квартиры. А зачем вы это везете в Россию? Люди попросили привезти. Вот это вот как сувенир, что это не Россия, что это Украина. Большинство прибывших в Белгород беженцев сначала попадают в социально-реабилитационный центр, которым руководит Владимир Выродов. За многие месяцы своей работы он научился разбираться в людях, которые прибывают из Донбасса в Россию. Пришел к выводу, что не все те, кто едут с Украины, нуждаются в помощи. Порой прибывает не только с горячих точек, и четких указаний по сегодняшний день как бы нет. У нас были граждане с Полтавской области, совершенно даже с Западной Украины. Действительно, если он бежал от военных действий, то у нас были мама с дочкой. Если мы говорим, что мужчина боится призыва в армию, то, значит, а мама с дочкой, они чего боятся? В лагерях беженцев и переселенцев немало мужчин. Они стараются не светиться перед камерами, предпочитают оставаться в тени. Выяснить, кто из них брал в руки оружие и воевал за ту или иную сторону, непросто. Почему я не пошел воевать? А потому что мне не с кем воевать. Я с кем буду воевать? Мне не с кем воевать. Я не хочу убивать свою нацию. Понимаете? Я не хочу убивать своих братьев. Я считаю их братьями. А вот вы как считаете? Вот этот Стрелков, были еще военные из России. Вот они кто для вас? Я не знаю. Пусть кто, как много людей, много мнений. Мне мнение такое, что которые пришли воевать с Россией, которых там как-то они попали, мне кажется, они
поддерживали наш Донбасс. Мне кажется так. Но вот этот Стрелков Гиркин, он кто? Ваш защитник? Он ваш патриот? Вообще, я не знаю, слышала, я никогда не вникаю. Стрелков и Гиркин. А для вас этот человек кто? Стрелков? Да. Ну, это защитник наш. Ваш защитник? Ну, конечно, это полководец. Я считаю его полководцем. Добрые отношения? Конечно, однозначно. А почему бы плохое? Но он убивал тех, кого не хотели убивать вы. У него тоже. Ну, работа у него такая. Ну, как они приехали, Война в Донбассе разделила не только страну, но и конкретные семьи, где бы беженцы и переселенцы не находились. Сын уехал в Днепропетровск? Да, средний. Родной сын? Да. И что говорит? Отсюда уехал. Но у нас не было конфликта. Ну просто он сказал, я не хочу, я буду жить на Украине. У меня будет все нормально, мама, тебе будет легче. Уехал в Днепропетровск. Вы его считаете патриотом или предателем? Ну, я считаю, что это еще юность, глупость. Может быть, самостоятельности захотелось доказать, что вот он там. Хотя никогда мы об этом не спорили, там, Россия или Украина. Ну, вот так получилось. А у вас был какой-то раскол? Да, с родственниками Западной Украины. Да, У меня половина семьи в Западной Украине, половина семьи в России, причем по территории всей России. Как вы эту проблему решаете? Я, честно, а послала их куда идти, короткой дорогой. Люди, потерявшие дом, работу, родных и близких, с трудом могут объяснить, что же произошло с ними, да и со страной. Тем более, когда информационная война не останавливается ни на один час. Страшных бандеровцев видели, которым детей пугают? Нет, не видели. Нет. Все нормально. Что ли? Да. Харьков хорошо принял. Нет, это так. Значит, какая-то была пророссийская пропаганда, значит, пропагандисты что-то вливали людям в мозг, доносили, видно, и люди вот пошли, повелись на это, просто засорили и мозг неправильно. А там российские каналы показывают? Да, всегда показывали. И всегда информация шла от российских каналов. А как вы разбираетесь, где правда, где ложь? А никак. А и там неправда, и там. Мы включаем украинский канал, смотрим его, переключаем в другая противоположность российский, поэтому сама думаю, что нам новости смотреть не особо надо, мы в окошко смотрим. Ситуация в Украине эхом звучит в разных странах Европы. Как мы уже рассказывали, накануне в центре Праги прошел многотысячный митинг против пророссийски настроенного президента Чехии Милоша Земана. Ну а минувшей ночью, вы это видите, против своего премьера восстали тысячи жителей венгерской столицы Будапешта. Как отмечает Reuters, Виктора Орбана обвиняют в трудоустройстве коррумпированных госслужащих и прокремлевской политике. В настоящее время продолжит эфир из Вашингтона. Наташа. Продолжаем украинскую тему. Украинский музыкант и активист Евромайдана Богдан Днепров, известный по прозвищу «Пианист-экстремист», выступил в воскресенье на центральной площади Славянска, бывшего оплота пророссийских сепаратистов. Наш корреспондент Дэниел Шерф побывал на главной площади города и побеседовал с людьми, которые пришли на его концерт. Здесь никто никого не притесняет, можем поспорить, подискутировать, но тем не менее мы также дружим. У меня мама за единую Украину, я, конечно, немножечко другого настроения, но тем не менее мы, в общем, хорошо общаемся. Хочу думать, что про украинскую больше сторону настроения немножко поменялись. Остались, конечно, люди, которые непонятно на чем основано их желание, чтобы та власть вернулась. Если ее можно назвать властью, это не власть, а просто беззаконие какая-то. Власть бандитов. Слава Украине! Слава Украине! У многих родственники в России, даже у меня, грубо говоря, все. И предприятия связаны тоже с Россией, 95% заказов. Поэтому, конечно, большинство людей настроены на Россию и сотрудничество и дружбу именно с тем регионом.
люди здесь собрались просто послушать хорошую музыку. И неважно, откуда она, с Майдана, с России, с Америки, с Китая. Просто ценители хорошей музыки. Нам, если честно, все равно, какая власть, лишь бы не стреляли. Лишь бы не убивали и не разрушали дома. Я сыграю сейчас то, что все, многие слышали, и то, что чаще всего звучало на Майдане. В среду исполняется 151 год со дня произнесения Авраамом Линкольном знаменитой Геттисбергской речи, одной из известнейших речей в истории США. В этой речи Линкольн оценил гражданскую войну не как битву за единство Союза, а как возрождение свободы, призванное даровать истинное равноправие всем гражданам. Репортаж Ануша Витисян и Сергея Москалева. Кажется, что этот городок в штате Пенсильвания так и застрял в прошлом. Только вот солдаты и офицеры армии Союза и Конфедерации не стреляют, а мирно обсуждают военную кампанию 1863 года. 1,5 века назад здесь, у Геттисберга, произошло самое кровопролитное сражение гражданской войны. В память о битве проходит большая историческая реконструкция. Здесь и прославленный генерал Южан Ли, герои сражения, командиры полков и батальонов, просто рядовые обеих армий. И, конечно же, президент Линкольн. 8 десятков и 7 лет назад наши отцы образовали на этом континенте новую нацию, зачатую в свободе и верящую в то, что все люди рождены равными. Теперь мы ведем великую гражданскую войну, подвергающую нашу нацию испытанию на способность выстоять. Многие участники торжества напоминали, что Геттисбергское сражение во многом определило будущее США и сохранило страну такой, какой ее хотели видеть отцы-основатели – единой. Девиз на гербе США «И pluribus unum», в переводе с латыни «из многих единое». В этом наша суть. В Штатах живут люди с разных концов света, но мы все одна нация, одна страна. К гражданской войне Америку привел спор о том, какими правами должны обладать Штаты, а какими федеральное правительство. Двигаясь к Геттисбергу, войска конфедерации рассчитывали разгромить армию федералов, взять Вашингтон и заставить президента Линкольна признать конфедеративные Штаты Америки. Многие в Штатах считают гражданскую войну ключевым событием американской истории. И для каждого здесь это не просто роль на час. Многие готовы отстаивать свою историческую правду. Не раз в этот день мы слышали мнение, что вопрос рабства не был ключевым в этой войне. Многие южане и сегодня уверены, что институт рабства сошел бы на нет сам собой, а ход развития мировой истории в любом случае объединил бы страну. Я думаю, что к настоящему времени мы бы уже были единой страной. Почему? Объединили бы нас внешние угрозы. Вспомните Первую и Вторую мировые войны. Штаты все равно бы договорились и создали централизованное государство. В разделенном состоянии мы не смогли бы стать сильными. Сегодня мы чествуем всех участников битвы. Подобные исторические реконструкции для многих американцев не только хобби, но и возможность отдать дань памяти своим предкам. Вспомнить героев, что сражались за такую Америку, какой она есть сегодня, единую и сильную. Хотя и в наши дни есть те, кто симпатизирует югу, и те, кто горой стоит за север, но все же в большинстве своем американцы, будь то демократы или республиканцы, не забывают библейскую фразу, которую любил повторять Линкольн. «Дом разделенный выстоять не может». И здесь, в маленьком Геттисберге, потомки участников тех событий из разных уголков страны, и южане, и северяне маршируют по главной улице города в одном строю. Ануша Витисян, Сергей Москалев, штат Пенсильвания. На этом у нас все. Вы смотрели программу «Настоящее время», которую для вас подготовили «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Не забывайте заходить на наш сайт currenttime.tv. Сергей, до следующего эфира. Спасибо. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Ну а «Настоящее время» вновь наступит уже завтра вечером. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.